Анна Кузнецова высоко оценила социальные инициативы Республики Коми, вице-спикера Госдумы Российской Федерации посетила с рабочей поездкой Сыктывкар и провела встречу с Владимиром Уйбо. Стороны обсудили возможности строительства новых корпусов реабилитационного центра для детей-инвалидов. Сейчас функционирует здание, построенное еще в советские годы. Это уже совсем не те возможности, которые есть сегодня в современной реабилитации. Мы тоже подготовили такой достаточно большой проект расширения этого центра, который у нас есть. Он достаточно свежий, современный. Ну, понятно, что с учетом всех, это вот там стоматология, просто мы сдвинем. Вот, с учетом всех сегодня цен по стройматериалам, конечно... Масштабно. Да, да. Владимир Уйбо отметил, если проект состоится, он кардинально улучшит качество жизни детей-инвалидов и их семей. Но для этого нам необходима финансовая поддержка федералов. Анна Кузнецова согласилась, проект достойный и заслуживает внимания. Если будут развиваться подобного рода проекты, возможно спрофилактировать до 30% инвалидности. Поэтому подобного рода проекты должны быть абсолютно поддержаны. И с учетом вот современных таких запросов у них очень большой потенциал. И здесь речь не про деньги. Поэтому мы тоже понимаем, что эта нагрузка на бюджет. Тут прежде всего это счастье семьи, это счастье ребенка. Также глава Коми на встрече обратил внимание на то, что в регионе давно назрела необходимость в создании современной детской стоматологии. Нужны условия, позволяющие применять специализированные наркозные системы в лечении детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечить гуманный подход к лечению острой боли. Для реализации проекта тоже нужна федеральная поддержка. Вопрос актуален для многих регионов страны, и Коми готова стать пилотным субъектом России по созданию детского стоматологического центра, учитывающего потребности детей-инвалидов.